Новейшая история. Уничтожай фашистские танки. Чтоб был конец решительным и скорым, швырни бутылкой прямо по мотору. Вот. Основные классы веществ, общее строение человека, строение кожи, строение... И всем учащимся до 19 лет город Таллин предлагает пособие к началу учебного года. Что же это такое за пособие, кто сколько получит? Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тыры-тыры вам всем из Эстонии. С Новым годом! С новым учебным годом вас всех! В этом году 1 сентября в Эстонии, как говорит наш министр образования, историческое 1 сентября, исторический момент. Все школы и все детские сады переходят полностью на эстонский язык. В школах это 1 и 4 классы, и детские сады 100%. А Кристина не попадает, ее класс не попадает, она не в 1 и не в 4, она в 9 перешла, и это нас не затронуло, но тем не менее это затронуло очень большое количество людей, детей, и на эту тему мы с вами, конечно, будем говорить, это интересно, будем смотреть, как это будет развиваться и что из всего из этого получится. Говорят, что очень много учителей не хватает ни в садах, ни в школах. Ну, будем смотреть. А сегодня я хотела показать, это потом тоже будут исторические кадры, учебники для 9 класса, еще которые на русском. Потом это будет смотреться, наверное, через несколько лет. О, такие учебники. О. Да, учебники на... Начнем. Я всегда говорю о том, что давайте не будем путать и говорить, что там вот это русская школа или еще какая-то. В Эстонии нету русских школ. Все школы в Эстонии эстонский, но некоторые школы с русским языком обучения. Вот такая была формулировка. И сегодня я покажу вам учебники 9 класса с русским языком обучения. Так, Кристина, ну показывай. Это ты купила тетради, ручки, да? Ага. Математика. Самое сладкое твое, да? Любишь математику? Не знаю, говорит. Математика 9 класс, 1 часть. Мне, например, что вот так, что так, что так. Одинаково, что ты смеешься. Математика. Корни. 1 часть, будет 2. Новейшая история. 1 часть. Новейшая история. 1 часть, 9 класс. Мне бы хотелось оглавление, чтобы... Уничтожай фашистские танки. Интересно. Чтоб был конец решительным и скорым, швырни бутылкой прямо по мотору. Ничего себе учебнички. Так, сейчас посмотрим. Здесь оглавления не вижу. Как-то нету, что ли? Нету, что ли, оглавления. Первая половина 20 века в художественных кинофильмах. Начало Второй мировой войны. Победа над фашизмом. Видела литературу. Культурная жизнь Эстонии, но демократическая Эстония, но все с уклоном на нашу страну. Национал-социалистическая Германия. Фашистская Италия. Диктатуры в Европе. Великобритания, Франция, 20-30-е года. США, 20-е, 30-е года. Демократия 20-30-х годов. Формирование очагов войны, мировой экономический кризис и его последствия. А вот, господи, вот так. Это 1 часть. Это 1 часть. История 9 класс. Химия. Учебник 9 класса. О химических реакциях до повседневной жизни. Всякие такие формулы, то все.
Ну, вроде. Ага. Ну, все, что нужно. Понятия, формулы. Это химия. Углерод, то все. Опять не вижу. Хочу все, чтобы не скакать. Вот. Основные классы веществ: неорганические, процесс растворения, количество массы вещества, углерод, соединение углерода. Это первая часть, наверное, тоже. Нет, это все. Это все. Вот. Так, это химия. Биология, 9 класс, первая часть. Первая часть. Биология. Биология. По-моему, тут довольно интересно. Общее строение человека, строение кожи, строение состав костей, кости их соединения, мышцы, сердце, кровеносные сосуды, иммунная система, пищевые продукты, правильное питание, строение функций пищеварительной системы, органы выделения, дыхательная система, железы внутренней секреции, строение нервной системы, функции нервной системы, органы чувств, глаза, как мы видим. Первая часть. Ну, аналогично, что-то продолжение будет второй часть. Литература, 9 класс. Литература у нас была и в прошлом году в расписании, но почти ничего из того, что здесь перечисленные произведения не проходилось, не изучалось. Смотрели эстонские фильмы на эстонском языке. Так, а так вообще Горький, Старуха Изергиль, Блок, Возмездие. Ну, видите, да, Ахматова, Бальмонт, Северянин, Маяковский, Живая речь, Зощенко, Ильф и Петров, 12 стульев, Шолохов, Судьба человека, Платонов, Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, ну, конечно, в отрывках. Высоцкий, Цой, Перемен, господи. Булгаков, Собачье сердце, Беляев, Человек-амфибия, Кристина это читала уже. Куприн, Юнкера. Ну, в общем, вот видите, да. И это первая часть, это все. Это все. И плюс, конечно, будут рабочие тетради. Булгакову «Собачье сердце» узнаете, да? Рабочие тетради, в которых это все пишется, плюс такие тетради. STK, эстонский язык, по которому будет экзамен в 9 классе. Будет еще по математике государственный экзамен. Эстонский, грамматика эстонского много. Эстонский, наверное, там почти каждый день. Но пока, как сказать, вот так вот язык, да, не все на эстонском, остальные предметы. Физика. Физика, 9 класс, электричество. Электрические заряды, электрический ток, электрическая цепь, работа мощности электрического тока, магнитные явления. Это физика. Вот так. И еще вот такой предмет, ну, обществоведение, социум. И по нему тоже, по-моему, будет на выбор вот экзамен. Кристина хочет выбирать вот этот предмет. Мы уже смотрели его. Да, социум. Экономика, гражданское общество, государство правления, общество, социальные отношения, Эстония в Европе и мире. Вот такого рода. В общем, вот так. Вот теперь все. Вот это все учебники за 9 класс. Кристина говорит, вроде нет географии, не поняла, ее не будет вообще или ее просто не дали. Я думаю, наверное, вообще не будет, потому что новые предметы. Не могут же все на свете предметы быть. Вот такая история. Кристина наша снова в школу. Снова в школу! С началом учебного года! До успехов! А еще у нас есть такая услуга, но я рассказываю о ней каждый год, что можно прийти в торговый центр. Не торговый центр, но, в общем, около Призмы здесь стоит стол, и женщина, работница, заворачивает вам учебники вот в эти прозрачные каны. В обложке не надо ничего там ходить, нигде себе ничего подгонять, там что-то есть, этого нет. В общем, учебники с собой вот Кристина взяла, и сейчас завернем. Часть у нас была дома, мы нашли какие-то еще обложки, а сейчас здесь... О, какая толпа!
боже мой. Ну, вот здесь. Здесь по номерам у нее здесь все стоит. Очередь длинная. Девушка работает всегда одна и та же здесь. Очень приятная. Сколько это стоит, сейчас вам покажу, скажу. Вот, кстати, первый класс. Все на эстонском. Русскоязычный ребенок, я к чему? Все на эстонском языке для первого класса. Здесь все цены. Как что, по 70, по 90 центов, по евро 10, в зависимости от размера. Один учебник обернуть, и для тетрадку дневник можно тоже. От 70 центов до, ну, в зависимости, как здесь, какой у вас учебник. У нас часть дома, слава богу. Так, 3 евро. Спасибо. No, tere, ja, nii, palun. Так, теперь Кристина. Угу. 6,90 у нас здесь их всего 4. Вот так. Завернули учебники, а Кристина теперь просит 1 сентября как-то отметить. Вот мы пришли здесь по Гарри Пойсе, это наша кондитерская. Желает девушка выпить кофе с пирожным. Кофе с пирожным. В честь праздника. А вот это, кстати, марципановые фигурки. Опять все мигает. Говорила же камера, обещала, что мигать не будет. Марципановые фигурки обычно увозят из Сталина как сувениры, но они там в виде старого города есть, с всякими элементами, там башен или еще что-то интересное. Здесь вот такие в виде кошечек, чего тут еще, собачек, как из пластилина, да, расписные. А 5 евро стоит такая фигурка, машинка, а это ручные, наверное, конфеты какие-то. Это в виде флага синим стволиком. Угу. Это трюфели. Еще такие по 8,90 в раковине. Раковину, наверное, тоже можно съесть. Так, и вот здесь что там захочет Кристина, не знаю. Сейчас она подойдет, он там еще с учебниками просто заканчивает. Я вперед пошла. Наверное, эклер захочет. Эклеры по 2,50. Тортики по 3,50 кусочек. Пирожки, булочки по 2, по евро. Здесь очень хороший кофе. Посидим. Кристина выбрала себе эклер, рулетик, сок. А мы будем по кофе. И с собой взяли. Сейчас еще к Сандре в гости заедем. Это туда. В общем, с начала учебного года всех нас. И вас. Учебники запаковали, в общем, приехали, расписание выдали, начинается трудовой год, трудовые будни. В этом году историческое, вот такое, как заявляет наш министр образования, исторический момент, когда все школы переходят на эстонский язык в обучении. Сейчас передо мной запаковывала учебники дама. Бабушка, видимо, внука, и внук идет в 1 класс, ребенок русскоговорящий, обычный, и все учебники на эстонском языке. Математика 1 класс, по-моему, природоведение, что-то такое, в общем, я не вникала. Все учебники на эстонском языке. В Таллине в 24-м, вот в этом 25-м учебном году будет работать 58 образовательных школ. В общей сложности это 47 500 учеников, и в 1 класс пойдут 3800 детей. И всем учащимся до 19 лет город Таллин предлагает пособие к началу учебного года. Что же это такое за пособие, кто сколько получит? Детки, поступившие и которые пошли в 1 класс, получат к 1 сентября 320 евро. Все первоклассники. А учащиеся со 2 класса и по 12 класс, и все профтехучилища, или как это называется теперь правильно, по 100 евро.
Ходатайство должно быть на странице Таллин ЕЕ, вот в этом регистре, это таллинцы заполняют, до 18 лет это делают родители, с 18 лет это могут делать сами учащиеся, и вот эти вот пособия поступят на расчетный счет. И еще из компенсаций, если ребенок занимается какими-то дополнительными занятиями в школе по интересам и так далее, Таллин тоже предлагает компенсацию вот в этих занятиях. В связи там с разными хобби, с занятия спорта и так далее. То есть это все тоже компенсируется. И родителям достаточно это неплохое подспорье, потому что занятия дополнительные, тоже сами знаете, это достаточно неплохие расходы. Вот, так что Таллин очень даже хорошо помогает. А теперь у меня вопрос к вам. В разных городах, мы говорим сейчас только о Таллине, потому что мы семья из Таллина, и я знаю все хорошо про Таллин. Расскажите мне, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Обращаюсь ко всем, кто живет в Эстонии, да, сейчас. Какие у вас пособия для школьников, какие у вас пособия в ваших городах, там, Силамяя, допустим, я не знаю, Кохтла-Järve, там, Пярну, Тарту, для первоклассников и для учащихся. Есть ли они вообще, и какие виды компенсации, пособий существуют в ваших городах? Напишите, мне будет интересно, и всем зрителям будет интересно почитать. И теперь вопрос ко всем остальным, кто не живет в Эстонии. Как у вас в странах обстоит дело вот с этими пособиями? Знаю, что, допустим, по-моему, в Финляндии ничего не надо покупать, там все типа выдают. Я вот такого рода. Я могу ошибаться, напишите, поправьте меня, напишите, как правильно. Может быть, там все выдают и ничего не надо, где-то надо купить вообще все, вплоть до учебников и рабочих тетрадей. Давайте вот поговорим, посмотрим вот по этой системе, интересно. И еще очень частый вопрос, сразу его опережаю, каждый год его задают. Какая у нас система оценивания в школах? У нас пятибалльная система, при всем том, что когда кто-то тоже писал, ой, пятибалльная, типа, может быть, пятерка, это очень плохо. Нет, у нас обычная система, кол это ужасно, пятерка это прекрасно. То есть пятибалльная система, где 5 это отлично. Вот это опережаю ваш вопрос, потому что знаю, что он будет. Как все будет проходить? Министр образования говорит о том, что нужно не торопиться, не требовать ни от кого ничего, что вам дети через полгода заговорят все на эстонском и все прочее. Адаптационный период, все это постепенно, не надо никого подгонять, что и на родном языке не сразу все получается и так далее. Но как бы вот такие настроения у правительства. У родителей и учеников спрашивали, на улицах тоже опросы ходили, СМИ я видела. Все как-то настроены, вы знаете, довольно позитивно. Довольно позитивно. Кто-то ходил в детский сад в эстонский, у кого-то там с какого-то класса эстонский. Как-то никто не выразил. Обеспокоенность выражают все. И, кстати, интересно, что никто не готов морально, а к 1 сентября, к новому учебному году, но это, наверное, нормально, естественно. Мы сами не готовы, никто морально, внутренне, наверное, ни учителя, никто не готовы, что лето пролетело, и все надо сначала. Вот. Но будем смотреть, будем надеяться на то, что все это пройдет более-менее спокойно, даст какие-то положительные плоды. Я не знаю, что будет. Но все учебники для 1 класса на эстонском языке. То есть математика, сразу открываешь все на эстонском. Говорят, что дети учатся всему этому быстро, может быть, и будет неплохо. Будем посмотреть, как говорится, и выводы делать сейчас, конечно, рано, но люди настроены довольно неплохо. Я разговаривала с одной дамой, беседовала. Я не буду называть как бы там вот имен, да, кто чего откуда. В общем, это Ида-Вирума, это более-менее такой русский район, где большинство русских людей. Девочка идет в 1 класс. Ну, там как бы такой озабоченности или обеспокоенности у родителей нет, потому что ребенок ходил в эстонский сад и на эстонском говорит. И мама говорит на эстонском, что, ну, владеет эстонским, что дома можно будет кому-то из родителей все-таки помочь, и ничего такого страшного нет, и они настроены тоже совершенно спокойно. Обещала она мне прислать в развороте учебники, как вот это для русскоговорящего, как бы, да, ребенка, для а-ля русской школы, ну, которых теперь нет, вот эти вот учебники. Она обещала мне прислать вот эту вот обложку, и что там внутри.
Подождем, потому что еще очень мало времени прошло. Может быть, она пришлет, и я вам покажу тогда, как выглядят эти учебники для первоклашек, вот русскоговорящих, грубо говоря, детей, или как это теперь называется. А так, в общем, настроены все доброжелательно, положительно. Я как-то нигде не слышу, ну, кроме каких-то комментариев где-то в постах, что там возмущаются люди, что вот как теперь, да так, в общем-то, если поговорить отдельно с людьми, все настроены довольно спокойно. Вот, так что всем терпения. Надеюсь, все зарядились, запаслись ремнями и валерьянкой, я шучу. Всем хорошего, плодотворного учебного года, терпения учителям, терпения детям, терпения родителям. Учебный процесс это всегда непросто и на родном языке, и не на родном, на любом языке. И вообще учиться чему-либо это сложно, согласитесь. Поэтому будем учиться, стараться и завидовать тем, у кого это все в прошлом и кому не надо никуда идти 1 сентября. Я очень надеюсь и верю, что настанет такой день, когда нас этот 1 сентября тоже наконец-то не коснется. Но мне кажется, до этого еще очень далеко. Всех вас еще раз с новым учебным годом. С Новым годом, в общем. Угу. Всех причастных, причастных и непричастных к этому празднику. Все, встретимся в следующих видео. Всех вас каллистан и армастан. Всех вас обнимаю, люблю. И будем надеяться на все хорошее. Солнышко всем в душе. Начинается теплая, прекрасная осень, прекрасная пора. И мы с вами унывать не будем. Правда? Все. До следующего видео. Пока.